Всем привет! Мы приехали в Нюрнберг. Сегодня прекрасный летний августовский день, и мы идем на прогулку. Чуть-чуть пошопимся, чуть-чуть там туда-сюда. Вообще мы приехали забирать Максима, который жил в квартире своей девушки, потому что хотел попробовать жить самостоятельно, в одиночестве. Так вот, через неделю такого проживания, когда он сам готовит, сам стирает, сам убирает, сам моет посуду, он решил, что одиночество это не совсем ему приятно, особенно в плане трудов праведных. И, значит, наш молодой повеса хочет вернуться к маме. Мы пришли к площади Якова. Пойдем дальше. Смотри, у нас китайцы, как обычно. Японцы, китайцы Всегда не говорили. любят. Фотомахин. Сейчас я тут пройду, Эншульдиген. Ой, не могу. Говорят «entschuldigen Sie», когда «извините, пожалуйста», Ну. а «entschuldigung», когда просто «извиняюсь». Слушай, спасибо, что ты меня, конечно, преподаешь сейчас немецкий язык в камеру. Я очень тебе благодарна. Некоторые быть, говорят еще «тут mir leid», но это... Не тут мир ляет, а тут миалайт. Ну, это обычно не сами немцы. Короче, То есть меня иностранцы. абсолютно точно поняли все. Можно сказать шульдик, можно сказать шулигунг, можно сказать шульдиген. Entschuldigung. Это вина. Entschuldigung, извините. Короче, здесь, в Германии, иностранцы выражаются настолько уже смешано все, как хотят. И все друг друга давно понимают, потому что добиться, чтобы все разговаривали хох-дойч, невозможно. Вот такой вот ладан. Томат моцарелла мы заказали и кока-колу. Так, мы идем, гуляем дальше. Мы попили кока-колы, хотела сказать кофе, кока-колы. Вот, идет какая-то музыка чего-то. Это кто-то чья-то. Вот. Тут фонтан вот красивый, мне нравится. Люди все такие довольно расслабленные. Лето. У нас обещают 33 градуса в ближайшую неделю. Супер! Ну, вообще, если солнце есть, настроение действительно лучше. Бывает слишком жарко. 33, вот это уже, ну как, жарковато. Я уже окна дома, конечно, прикрыть не могу. Собачка. Жизнь города, да? Просто жизнь. Мы идем в Таллию. Заходим на второй этаж Таллии сразу. Хотим сходить в отдел сначала манги. Там поснимать. Все как обычно, мы за всеми обновлениями с вами следим. Где? Со скелетом. А она же в детском вроде была. Где? Ну, мне кажется, да? Или это дополнительное? Я заметила, стали часто скелетов вешать. Это Стивен Кинг. Это всякие. О, некрономер. Некроном. Мном-ном. Некроном, ном-ном. Серьезно. Так это Говард Лавкрафт. Не помню, чтобы он некроном, ном-ном записывал. Так. Вот мягкие игрушки из этих покемонов. А тут прикольные всякие.
Какал-додал-ду. Просто молчит. Просто молчу. Мне вот эти безумно нравятся. Вообще обалденно. Такие прям. Der Samstag war halt hier echt toll. Там какаши. Ja, okay, genau. Online auch gesehen. Ja. Aber deswegen war echt viel los. Ja. Krass, okay, letzten Jahr war nicht so. Weil hier. А, сакура. Сакура, его сарада. Krass, okay. Ja. Ich hätte gedacht, ja, wie gesagt, letzten Jahr war Saski. was am ehesten. Okay, die Leute strömten rein und rein und rein. Вот так капитаны. Белый медведь. Белый медведь. Also gestern haben die Sarah und ich unser Bestes. Наруто, Наруто. И еще раз Наруто. И сплошной Наруто. Ты не помнишь, мы 20-ю часть купили этого? Уже, да ведь? Да, Да, было. покупали. Тут у нас человек пин запил. Боруто 19-й, 20-й. Ну, 20-й это последний. Так, а где она? Токийские мстители. Вот он. 14 вроде у нас тоже есть или нет? Вроде есть, да? Или нет? Я не помню. И я не помню. 12-й. 14 вроде тоже мы купили, мне кажется. Так, ну все. Так. Мне вот этот отдел нравится. В прошлый раз его тоже уснималась. Прям таки. Тут тоже прикольно. Вот это кресло-качалка. Прям. Вообще. Кресло-качель даже, я бы сказала. Супер. Удачливые кролики. Ладно, пошли. Сколько такой Саски стоит? Такой смешной. 29,90. А Наруто? А Наруто 19,99. Саски дороже, чем Наруто. О, это что, Итачи? Тоже 29,90. Это Итачи, да? Такой хорошенький. Это у нас из этого же. Драгонбол. Да, Драгонбол. Сасок-то тут много, целых 3 штуки. 2 Итачи, 2. 2 Ну, Итачи, нет, 3 Наруто Саски и еще 2 есть. Наруто. А Наруто вон разные. Нет, тут просто они другие же. А, вот этот Наруто сюда. А вот видите, еще всякие вот такие. Этот сидячий. А, это все сидячие. А, вон, смотри, еще какой есть. Это 29,90. Прикольный, блин. Ну-ка, что там? Такой же. Такой же. Ну, а рядом-то там тоже что-то. И падает все. Ну, ничего страшного. Я роюсь. Это большие пушки. Эти-то? Или ты про что? Это подушки, да, на диван. А это что? Кто это такой? Немазанный сухой. Да. Ну, прикольно. Прикольно. Там тоже фигурки. Тоже из Наруто фигурка. Сколько стоит такая фигурка из Наруто? Ну-ка глянь, вот это сколько стоит Боруто. Это Наруто из Боруто. Поняли как? А это сам Боруто. $104,99. Спасибо. Да. Да, мои дорогие, да. Ладно, пошли дальше. Наш любимый отдел.
даже продукты продают. Да. Что читалки? Электронные книги. Я не видела. Где электронная книга? Не поняла. Это, наверное, Максим мне сейчас пишет, я еще сплю. Вставай, Максим. Что спишь-то? Что ты спишь, Максим? Мы за тобой приехали, ты спишь. Вставай, ничего не знаем. Нашелся тут умник какой, да, ведь? Ой, как он долго спит, ребенок этот, господи. Интересно, плоский камушек, смотрите. Шикарно. Barbara, ich bin mal ganz kurz oben. Ich komme gleich wieder runter. Мы пошли в магазин Ультракомикс, прогуляемся. Еще думаю, может, в Мюллер зайти, посмотреть Максимкины игрушки. Да, пошли. Идем в Мюллер. Продолжаем идти. Starbucks есть на углу. Вот мы сейчас с мужем шли и думали, что надо кофе попить, но Starbucks это не мое, конечно. Так, там, невкусно кофе готовят в Старбаксах. Причем раньше это была такая очень известная кофейня, где потрясающе готовили кофе. Но вот помните, сколько раз мы с вами оттуда снимали видео со Старбакса? Ни разу я не попила там хорошего кофе. Ни разу. Понимаете? Он всегда, какой-то странный. Мне он совершенно не нравится. Я люблю кофе Лавацца, вот тут есть, но они готовят холодный. Я уже знаю, где как готовят. Тут на углу есть кофейня самообслуживания. Подходишь, оплачиваешь, потом на аппарате сам себе кофе готовишь. Классный кофе, нормальный. Поссорились где-то собаки. Да, вот они. Няв-няв. Няв-няв. Такие маленькие. И поссорились. Вон они, совсем пушечки. Так, ну что, заходим в Мюллер. Ой. Зайдем в Мюллер и посмотрим. Хороший магазинчик. Видите, какой выбор тут заколок для волос. Всяких резинок. Про крема я вообще молчу, конечно, товарищ. Эти палетки всякие.
Хорошие, все по 2 евро. Вот косметика подороже. Там зеркала продают. Так, а мы наверх на Ксюшины игрушки посмотрим. Так. Пожалуйста. И динозавр такой. Мяу. Так. Конструкторы просто поражают воображение. Так. О, маленький Йода. И Мандалорец. Это, видимо, старый Йода. А тут кто? Это чувак. Чувак. Чисто старое жаргонное слово, которое используем только мы, дети 90-х. Так. Только старики уже используют это слово чувак. Уже никаких чуваков нет. Вот Наруто есть, но Максиму он не нужен. У него есть уже много Наруто всяких. Давайте искать, смотреть среди всех этих фанкопопов. Кто-то уже на русском убеждает своего ребенка. Вот One Piece. Так One Piece он не собирает. Так, смотрят другие же. Сейчас поищем. Сейчас поищем. Ты вообще видишь что-нибудь Наруто-Боруто? Только там. Один, да? Угу. Ну что ж такое? Даже здесь коллекция не пополняется. Один Наруто вызывал. Ну, все, больше ничего нет. Ну ладно, пойдем в Освояси. В Освояси, пойдем в Освояси. Liebe Kundinnen und Kunden, jetzt können Sie sparen. Freuen Sie sich auf ausgewählte Sonderangebote aus unserem großen Drogeriesortiment hier in der Filiale und online. Die besten Gerichte im kostenlosen Newsletter abonniert und über Ну, это интересно прям таки. Что это такие? Нет, это игрушки. Ну, окей. Немножко посмотрели духи. И мне понравились вот эти Элиса. Очень хорошие вкусные духи. А вот эти все мне не понравились. Все в округе не понравились. Мы купили вот в таких вот кафе самообслуживания, да? И такая маленькая кафешка. Ну, как маленькая, довольно крупная так-то. И можно вот здесь сидеть так вот спокойненько и кофе пить, и смотреть на людей в окно. Вот. Очень удобно. Вот видите, такой кофе. Так что мы будем просто смотреть на людей в окно. Вот так вот все. Вот неплохое кафе. Во-первых, кофе более-менее нормальный. Во-вторых, ты делаешь его сам, тебе никто там не надо ждать очереди, ничего не надо ждать. Подошел к автомату, сделал себе кофе. Какой ты хочешь, там большой, медиум или маленький, средний, стандартный считается. По 20 евро продаются. А что ты хочешь? Просто посмотреть. Фотоаппарат. 20 евро фотоаппарат стоит. Прикольно. Ну, конечно. Это же старые пленочные аппараты, да? Да. Прикольно. Красиво. Ну и в общем за 2 чашки медиум кофе, капучино мы отдали 5 с чем-то евро, Вова сказал, заплатил. Я уже давно, кстати, заметила в Германии, что я не интересуюсь, что, сколько стоит, только если про это рассказываю в видео. Вот, или меня что-то живо интересует, ну, например, карты Таро. Примерно цены одинаковые. А на все остальное, мы когда приехали сюда, мы вот так вот, как кофе столько дорого, ой-ой-ой, вот так ходили. Потом буквально неделя я освоилась. Для меня все цены уже казались абсолютно нормуль. Все уже было хорошо. Ребята прям на полу сидят. Вот. И все. И я вообще забыла, что я где-то жила раньше,
что там были какие-то другие цены. Я об этом вспоминаю только когда мне надо что-то пообсуждать, сравнить, не знаю, посплетничать про цены. Вот. Как угодно. Тут что это за акция такая? Разрисованные тряпочки. Вот. Как угодно. Но сами мы в магазине, в продуктовом или в кафе, или еще где-то не смотрим на ценники. Так же, как мы раньше там, где жили, не смотрели на ценники никогда. Потом здесь также, ну, мы знали цену примерно, но здесь также чуть-чуть освоились и перестали вообще заглядывать. Я расплачиваюсь в продуктовом. Вышло 70, значит 70. Вышло 115, значит 115. 150, так 150, 200, так 200. То есть у меня даже нет вот мысли, что вот я 200 евро. Ой, как 200 евро. Даже вот такого вот в мыслях нет. И чтобы я заплатила 200 евро за продукты там в магазине. И такая думала бы, что выражала бы там в своей валюте. Думала бы, что на это можно в другой стране месяц прожить. И все такое прочее. У нас это одна продуктовая корзина. Вообще не думаю про это. Просто живу и все. Вот так. Не знаю, почему мы вот такие, но мы такие люди. Если нет денег, ну, значит нет. Есть деньги, значит есть. Тут просто к тому, что мне кто-то на канале написал какую-то ерунду про то, что я разбогатела. Нет, я всегда жила одинаково. Много лет уже. Ничем не отличается моя жизнь, мое какое-то финансовое состояние. Чего-то еще, что меняется. Мое место жительства. Вот так. Вот мы уже пришли в Ультракомикс. И первым делом я бегу сюда. О, наконец-то. Я возьму комиксы вот эти вот. Можно? Выберу себе, хорошо? Так, тут опять журналы Бонсай вот эти. Что еще есть? Да, но они стоят того. Стоят. Дональд Дак написано Наташа. Бюхер. Значит, 2 евро, да. Но они того стоят. Я возьму там парочку штук. И тут вот тоже манго. Тоже по 2 евро. Вот. Ну, эту мангу мы с вами пересматривали. Тут как бы такие то недостающие части, то еще что-то, в общем-то, дело на любителя. А комиксы, они чем отличаются, знаете, от всего остального? Во-первых, Во-первых, может быть сильно старый комикс. Во-вторых, вот такие вот, значит, комиксы, да, они со своей историей, то есть если ты читаешь, ты не читаешь какое-то продолжение, а ты читаешь просто как отдельный выпуск. И, естественно, его можно читать, это вообще не возбраняется, да? Какой же... 89-й вот это будет. Вот что у нас. Тут 1 евро вот это стоит. Ну, разрезанный. Весь разрезанный. Дональд Баба. Да, вот это меня заинтересовало. А, это про индусов, видишь, тут индийские. Да. Дональд Баба. Ну-ка, он весь изрезанный или только начало? Ничего. Я возьму, но интересно, какого года он? На первом. Вот на первом порезано там все. Видишь? Да, к сожалению, вот мы не знаем. А вот здесь нет? Тут ценник. Этот что-то 2,50 написано. Вот Микки. Микки Маус. Лутой вместе. Какой-то год. Не знаю, я потом найду год. Мы брали тут на барахолке, на этом тоже комиксы, но в журналах. Там 87-й, 88-й год, там реклама и фанты, значит.
И Хуба-Буба у них была тут в Германии в 87-88 году была и Хуба-Буба. Можно я еще в пчелку Майя возьму? Пчелку Майя. Это для меня воспоминания из детства. Вот этот еще есть, смотри, за 1 евро. Можно я еще такой за евро возьму? В общем, ну интересно, там всякие рекламы были. И люди в наушниках, дети, знаешь, подростки, в наушниках и кассетник слушают, такой плеер. Я говорю, ну обалдеть, слушай, как в прошлое попало, так классно вообще. Если захотите, чтобы мы вместе полистали комикс 87-88 года, обязательно пишите, мы полистаем вместе. Вот. Потому что, ну реально, это очень круто, я вам скажу. Дневники манго, которые ты смотрела в Таллине, тоже. Где они лежат? А, вот и эти дневники, сейчас и гляну. Den wollte ich auch. Kommt nicht an drin da? Nee, den nicht. Kann ich ja mal reintun. Nachher kann ich Kaffeesturz machen. Смотри на эту игру. Die wollte ich eigentlich. Да, так мы же обсуждали, что все органы, вирусы и бактерии, они тут. Это COVID-19. Они все же это сделали, вот, что вирусы, бактерии, все они продают. Вот народ такой. Вот и Все вроде есть, да? Ну, ладно, пойдем дальше. Где эти дневники-то, которые я смотрела? Я вот эту присмотрела еще, видишь, календарь 2024-25. Он стоит тут 11,50, так же, как в Таллине стоит. Но тут еще вот такие есть, видишь. Интересные вещи. Сколько такая стоит? 10-30 или 10 евро. А там, покажи. вот приходила здесь. Наруто дневник. А, это календарь. Ну вот, школе. Это школьник. Да. Это я хотела, вот я и говорю, я такое хочу. Вот это календарь, фамилия. Планы семьи. Так, пойдем туда. О, прикольные вот эти вот игрушки. Супер. Вот, это 3-я часть. Не, это вообще не те. Мы другие, немножко толстые такие собираем, а это тоненькие, это другие. И где у них эти части? Пойдем туда? Наверное, там.
Mira un paraguas. ¿Cuál? Ese me digo. ¿Quiere ponerse ninguno? Ah, con ese sí un poco, pero yo con los demás no empatizo. Yo simpatizo con voi. Un pequeño no servirebbe. Yo creo que ya se bien servido. Porque realmente soy un volante. ¿Cuánto le llevaron? Si quieres, hasta pasamos a la GameStop o a la Skyler y cuando encontramos ahí otra cosa. Ну и что, где такие мстители? No, porque там... Боруто тоже последняя часть, 20-я. Мы ее уже точно купили. Не, это не то, мы с тобой... Их переставили, может быть? Нет, их не переставляли, пойдем обратно. Вот они. А когда он вышел? Подожди, я не помню, это даже... Сейчас надо у Максима спрашивать. Опять разглядываю вот эти игрушки. Такие прикольные вообще. 24 евро стоит. Bueno, yo supe que es una marca, pero... Вов, а ты не знаешь, где вообще токийские сместители лежат сами по себе? Не знаю. Толстые что-то части. ищу их. Чтобы сравнить, что мы там брали последние или нет. Вот мы вышли из магазина, вот наши покупки. На какую сумму? 26 евро. И пошли мы уже почти забирать Максима. Маленькая, неудобная, мелкая. Сильно. Ой, как красиво. Такая классная машина вообще.